Треть проектов народного бюджета в республике уже реализована. Всего в этом году планируют воплотить в жизнь 546 инициатив. Направления традиционные: благоустройство, обновление детских и спортивных площадок, ремонт дорог, поддержка бизнеса. И люди все активнее подключаются к проекту, сами придумывают, воплощают и контролируют то, что получилось. Виктория Палкина встретилась с активистами. Больше 2 месяцев 11 безработных сельчан из Сыктывдинской Слутки трудились над обновлением спортивной площадки. Появилась она еще в 2008-м. В селе больше нет таких мест, а потому тренажеры быстро износились. Ограждения заменили, докупили инвентарь, отсыпали саму территорию. Мы на эти виды работ привлекаем, конечно, наших безработных граждан. Да? Территория сельского поселения у нас обширная, отдалена, конечно, от центра, во-первых, Сыктывкара, но и от районного центра. Поэтому работа для наших безработных, она востребована очень, да? Потому что у некоторых это единственный доход для жизни. И мы, конечно, стараемся наших безработных граждан принимать на общественные работы. Сделать родное село ярче. Такая задача стоит уже перед жителями Ношуля. Фасады многоэтажек на въезде тоже приводят в порядок силами безработных. Бригада из 4 человек с краскопультами в руках ловко справляется со своей работой. Только в сфере занятости в Коми реализуют 46 проектов. Направят на это больше 23 миллионов рублей. Сумму в этом году увеличили. Для села это на самом деле очень хорошее подспорье, поскольку более 180 человек будет трудоустроены на временную работу и, соответственно, будут получать заработную плату не ниже МРОТ. Красят в Ношуле не только фасады домов. Сразу 7 народных проектов воплотят в жизнь только в этом году. Ремонт колодцев, снос аварийных объектов, установка детской спортивной площадки и поддержка местного бизнеса. Сегодня есть инициативные группы, которые реально видят то, что мы сделали на территории, приходят со своими идеями и их воплощают. Конечно же, хотелось бы, чтобы и другая часть, которая сегодня занимается критикой, почему делаем то, а не другое, тоже присоединялась к нам, приходила свои идеи, доказывала, что это нужно, чтобы люди ее поддерживали. Пока одни подводят итоги этого лета, другие строят планы уже на год будущий. В Перловском районе уже подготовили 75 проектов для участия в конкурсе на 2023. Здесь и идеи от местных предпринимателей. В райцентре задумались о расширении небольшого лесопильного предприятия. Планируют установить современную линию по производству пиленного горбыля. Мы постоянно укрепняемся, и у нас, соответственно, собирается большая куча, скажем так, отходов, которые нужно превратить в доходы, либо как-то реализовывать населению. Соответственно, пришла идея в голову подать заявку на народный бюджет, чтобы они помогли в финансировании закупки оборудования, и тем самым мы сможем реализовать проект по утилизации горбыля, то есть пиленного горбыля, и, соответственно, сможем сохранить сотрудников, которые будут работать у нас на предприятии. С 2017-го в Коми реализовано 1265 инициатив по 13 приоритетным направлениям. 400 населенных пунктов исполнили народный бюджет. Но что самое важное, обычные жители становятся не просто наблюдателями, а активными участниками происходящих перемен. Виктория Палкина, Олег Юшков, телеканал Юрган.